Комиссия во главе с исполняющим обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгением Перфильевым осмотрела объекты компаний «Колмар» и «Якутуголь», являющихся крупнейшими угледобывающими компаниями региона. Так, в части природоохранного законодательства были отмечены улучшения. А именно, воздействие на природу стало намного меньше, чем, например, 3 года назад. По тем планам, которые были ранее даны, по Колмару было мировое соглашение, когда они оказали негативное воздействие на реку Чульман. Да? Очистные сооружения у них построены, работа проведена огромная, считаем. Ситуация уже в корне другая, чем была еще 3 года назад даже. Обращений от местных жителей становится меньше, загрязнений рек. По Якутуглю, по Мичеву еще вопросы остаются. Но тем не менее работа ведется, видно, планы есть по очистным сооружениям, по использованию шлама. Поэтому работаем. Особое внимание члены комиссии уделили выполнению природоохранных мероприятий по устранению ранее нанесенного ущерба. Надо еще третий шлам-отстойник. Мы сейчас с восточки, как я обещал, трубы смонтировали, кидаем. Сейчас еще на 180 миллионов труб купили. Еще одну ветку будем с восточки тянуть. Положительный результат отметили не только специалисты, но и общественники, которые принимают активное участие в природоохранных мероприятиях. Но самое главное, что радует, да, конечно, очень положительным плюсом то, что устранили то, что у них там были течи. Чувствуется этот год по Якутуглю положительные результаты чувствуются. Есть, честно, есть, да. Колмар работают, тоже будем надеяться, что все-таки есть. Конечно, палочки волшебной нету, сразу все это не сделаешь, все это постепенно. Но хотелось бы, конечно, чтобы в реки наши основные все-таки это не попадало. Евгений Перфильев возглавил новый сформированный состав межведомственной комиссии. Одной из главных задач остается контроль за деятельностью промышленных предприятий и сохранение баланса между недропользованием и охраной окружающей среды. Ирина Жданова, Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри.